Господь.
нашим сердцем, всеми силами будем искать сейчас Божьего лица. Господь хочет, чтобы ты искал Его. Это желание Бога. Есть определенные препятствия, но мы можем все преодолевать. Давайте скажем аминь. Скажи: Господь, я ищу Твоего лица, я нуждаюсь в Тебе. Ты моя жизнь, Господь. Ты мой путь, Ты истина. Открывайся мне, Господь. Я хочу знать Твою силу, Твою славу. Я хочу видеть Твою славу, Господь. Боже, открывай мне славу Твою. Боже, открывай славу Твою. Наполняй меня Твоим Духом, Господь. Я принимаю сегодня Твое помазание. Я принимаю Твою благодать. Твое присутствие, Господь мой, Бог мой, свободу, радость. Я принимаю исцеление, Господь. Силу, Господь, мудрость. Я принимаю всякое благословение, которое у Тебя сегодня есть для меня. Боже, работай в моей жизни. Освящай нас, Господь. Поднимай на Твои высоты. Производи во мне все, что Ты хочешь. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Давайте воздадим Богу славу. Аллилуйя. Слава Тебе, сущий. Я вас всех приветствую. Спасибо, прославление. Давайте мы присядем. Аллилуйя. Я очень рад, что сегодня я здесь. Да, я очень рад, что я сегодня здесь. И знаете, именно Дух Святой Господь, Он так хотел, чтобы я был здесь. И есть такое понимание, когда ты говоришь: я иду, потому что меня туда Господь влечет. И это самое лучшее, когда что-то делаем, мы не просто делаем, а делаем по вдохновению Божьего Духа. И Господь влечет нас что-то делать. Ну да, какие-то препятствия бывают на пути, не без этого. Но ты все равно идешь, и Господь дает тебе силу преодолевать любые препятствия. Слава Господу! И у нас объявлен с сегодняшнего дня пост и молитва на 3 дня. И это первый пост, который я провожу здесь, в Якутске. Ну, вообще-то, конечно, надо было мне раньше приехать, чтобы подготовить вас к посту. Вот. И потом уже вы вошли в пост, но так получилось, да что. Мне должно было быть вчера служение, но рейс отменили. Да, и это не в наших было компетенциях. То есть сегодня принесли рейс самолета, поэтому только сегодня утром мог прилететь. Так у меня времени именно вчера утром. Ну, то, что есть, то есть, и мы будем двигаться вместе с Богом. У нас в эфире кто-то еще есть, да? 4 человека. Да, мы будем двигаться вместе с Господом. Времени у нас совсем мало. Я хочу сегодня также молиться за исцеление, за освобождение. Каждый вечер, каждое второе собрание, оно будет посвящено именно больше молитве за людей, за исцеление. И сегодня хочу несколько истин высвободить. Потому что желание Бога нас исцеляет. Нет желания Бога, чтобы мы болели. И вообще болезнь — это то искушение, с которым рано или поздно каждый из нас мы столкнемся. Как бы мы себя сейчас хорошо не чувствовали, но наше тело, оно ветчает, и рано или поздно мы столкнемся с болезнью. И когда это искушение приходит, есть разные болезни, да.
есть разного уровня болезни, есть смертельные болезни, есть несмертельные, есть те, кто лечится, есть те, что не лечится. Но как бы оно ни было, когда мы сталкиваемся с болезнью, мы понимаем, что в Евангелии есть ответ, есть решение. Но чтобы это решение приходило в нашу жизнь, мы должны иметь откровение от Бога. То есть вообще в нашей жизни работает то, в каких сферах мы имеем откровение. То есть, самое первое, это мы получили откровение о спасении. Да? Из этого все как бы началось, наша духовная жизнь, когда мы получили откровение о спасении, о крови Христа, Его жертве за нас. И мы родились свыше, мы приняли Христа своим Спасителем. Но дальше Господь дает другие откровения в другие сферы жизни, уже когда мы спасенные. И если мы не имеем откровения в эти сферы жизни, у нас будут проблемы. То есть мы можем быть спасенными, но не имея откровения об исцелении, и мы так и за свою жизнь не переживем сверхъестественное исцеление в нашей жизни. Мы можем быть спасенными, но если мы не имеем откровения в сфере работы, бизнеса, мы можем так и прожить свою жизнь и не иметь сверхъестественное благословение в финансовой сфере. То есть мы можем быть спасенными, если мы не имеем откровения в личной жизни, в семье, как строить свою семью. Мы не имеем откровения, то наш брак, наша семья, наша личная жизнь, она будет несчастной. Она не будет такой, какой Господь хотел бы ее видеть. И очень важно нам иметь откровения в разных сферах. Аминь. И вот сегодня я хочу поговорить именно, дать короткое такое слово, именно касаясь исцеления. Немножко хочу поделиться. И потом я еще поговорю за пост. Итак, первое. Для того, чтобы вообще чтобы нам быть открытым для Духа Святого, для Бога, очень важно нам находиться в состоянии радости. Давайте скажем радости. Радость. То есть противоположная радость — это уныние. То есть как только мы позволяем врагу нас вести в уныние, а это его цель. То есть цель сатаны, цель врага, чтобы мы огорчились, чтобы мы вышли в уныние. Как только мы входим в состояние уныния, то это как бы мы закрываемся в этом состоянии вообще для работы Духа Святого. Почему написано «унылый дух сушит кости»? Почему вообще Иисус, Он много говорил о радости. И давайте несколько мест Писания посмотрим, то, что Господь говорит, то, что Господь нам дает. Итак, первое, смотрите, Матфея 28 глава, 8 стих. Здесь говорится момент, когда Иисус воскрес из мертвых, и первые женщины, они вошли в гроб, и они увидели там Христа воскресшего. И написано, что и выйдя, то есть поспешно с гроба, уже начался Новый Завет, и их первое переживание уже с воскресшим Христом, и они что получают? Выйдя поспешно с гроба, они со страхом и великой радостью побежали возвестить ученикам Его. То есть они увидели Христа воскресшего, и что в их жизнь пришло? Написано, страх, это говорится о Божьем страхе. Аминь. И написано, и великая радость. Аллилуйя. Самое первое, что Господь дал в их сердца, это Божий страх и великая радость. И давайте еще пару мест Писания посмотрим. Итак, следующее местописание, это Римлянам 14 глава, 17 стих. И здесь написано, «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». То есть,
когда нам Господь открывает свое царство, то в наше сердце Господь вкладывает. Первое, это праведность, давайте скажем праведность. Потом мир и радость. Вот три составляющие, что Дух Святой приносит в наши сердца во Святом Духе. Что противоположное праведности? А? Неправедность. Грех, нечистота, да? Что противоположное миру? Вражда. Вражда, когда ты в гневе враждуешь, то есть ты теряешь мир, с кем-то воюешь. Да? Когда, допустим, есть время войны, а есть время мира. На уровне страны, на уровне семьи, на личном уровне, да? Противоположность миру – это вражда. То есть сатана, он хочет принести, как он хочет разрушить Божий мир? То есть он хочет, чтобы мы с кем-то начали враждовать. То есть Дух Святой просит тебе Божий мир, но если у тебя с кем-то конфликт, ты с кем-то, на кого-то гневаешься, раздражаешься, с кем-то воюешь, на кого-то ты обиделся, а обида – это пассивное противостояние. Есть открытое противостояние, есть пассивное, да? То есть и этим самым мир дьявол разрушает, если мы позволяем этому прийти. И написано радость. Скажи радость. Радость. Что противоположная радость? Грусть. Уныние, разочарование, Печаль. депрессия, то есть огорчение. То есть и не важно по какой причине. И вот когда сейчас мы говорим о радости, также написано, это есть плод Духа. Когда мы теряем радость, когда мы попадаем в состояние уныния, огорчения, то есть когда мы не на позитиве, мы закрываемся для работы благодати. Это очень опасное состояние. Это очень опасное состояние. И вот в этом состоянии нам очень сложно принять исцеление. Послушайте теперь внимательно. Когда человек заболевает, серьезной болезнью, что болезнь приносит в сердце человека? Спокойствие. Уныние, огорчение. Правильно. То есть, когда человек попадает в болезнь, я просто могу сейчас приводить примеры. Одна сестра в Армении подошла ко мне, она плачет, молодая женщина, она говорит, мне сказали, еще месяц буду жить. Я хочу исцелиться. Помолитесь за меня, пастор. Она плачет, и она полностью находится в унынии. И пока она оттуда не выйдет, она не может получить исцеление. То есть уныние, вообще болезнь, которая приходит, опасность вообще болезни, даже не в том, что она разрушает нашу плоть. Но есть действие такое, что человек попадает в состояние уныния, депрессии и теряет радость. И вот в этом состоянии он молится, и то есть ему очень сложно получить исцеление. Еще одно свидетельство хочу рассказать. Одна сестра наша, верующая сестра, ей ставят диагноз рак. И там какой-то уже степени врач, прям, у вас вот анализы, все, у вас рак. И эта сестра начала кричать: «Аллилуйя! Слава Богу!» И врач смотрит на нее, но она подумала, что у нее что-то с головой. Потому что она такой реакции никогда не видела, потому что она привыкла, что когда она своим, кого она лечит, дает такой диагноз, все начинают плакать, в уныние входят, в депрессию, в такую тьму входят. А тут она видит противоположную реакцию. И она подумала, что у нее с головой что-то. Говорит: почему вы так себя ведете? Это же серьезный диагноз, это же не игрушки. А она говорит: да, я понимаю, да. Но есть два варианта, и оба меня радуют. Она говорит: какие варианты? Первый вариант: я переживу сверхъестественное чудо исцеления и буду прославлять Бога, когда Он меня исцелит. А врач говорит: а второй вариант: а если меня Бог не исцелит, я попаду на небеса, Царство Божие. Я так давно туда хочу попасть. Наконец-таки я уже туда попаду, и я рада в любом случае
и я в победе. Аминь. Вот апостолы пишут в послании: нас огорчают. Кто за этим стоит? Сатана. Почему он это делает? Чтобы не закрылись до благодати. Что они пишут? Но мы всегда радуемся. То есть апостолы знали эти духовные вещи, они пишут в послании, что вот наша вера, наше упование на Бога, оно должно привести нас в такое состояние, что наша радость, она, то есть всегда была независима от внешних обстоятельств. Что бы ни происходило, там проблемы здесь, там, как бы оно ни было, ты понимаешь, все временно. Ты понимаешь, все это временно, мы вечно, потому что многие верующие, они живут так, как будто бы они вечно будут жить на этой земле. Вот я смотрю, то есть как будто бы время там бесконечно оно будет. Это на самом деле обольщение. У нас очень мало времени, пока мы еще на этой земле. И у Бога для нас есть определенная воля, чтобы мы что-то совершили. Итак, когда приходит к нам болезнь, послушайте сейчас внимательно. Самое первое, самое важное, мы должны начинать радоваться. Нельзя потерять позитив. Надо оставаться в позитиве, в радости. Аллилуйя. Это первое. Второе, но этого мало. Вот именно в этом позитиве у нас есть обетование, что ранами Господа Иисуса мы исцелены, что Он заплатил и искупил нас от грехов и от наших болезней, что за наше исцеление уже заплачена цена Его крови, Его жертвы. И мы имеем полное право, чтобы это искупление, оно материализовалось в нашей жизни, в нашей ситуации, в нашем теле. Аминь. И по вере мы можем взять это обетование, как сверхъестественное исцеление. Вообще исцеление есть естественное, есть сверхъестественное. Естественно, это через медицину, у врачей. Наша иммунная система постоянно работает. Сверхъестественное – это уже сверх всего, всех законов. Бог просто своей силой просто совершает то, что Он разрушает болезни, опухоли, разрушает там всякие немощи и восстанавливает нас. Он делает новые органы, Он делает новые там клетки, которых нету. То есть Он сверхъестественно восстанавливает наши органы, наши функции организма. То есть это сверхъестественно. Аминь. Если мы возьмем воскрешение мертвых, это естественно или сверхъестественно? Кто знает, когда человек умирает, да, мозг получает, он уже не получает кислород, человек перестает дышать, и в мозге там, через несколько минут, когда если он не дышит, начинают необратимые происходить действия, что уже мозг, он просто начинает разлагаться. Это уже необратимое. Если человек там 10-15 минут мертвый уже, то есть там уже необратимое происходит, что уже все. И Бог, когда воскрешает человека, это что? Да, это сверхъестественно. То есть исцеление, оно есть сверхъестественное. И то, и другое, мы этим пользуемся. И Господь дает нам естественное исцеление, дает Господь сверхъестественное. Итак, первое, очень важно, нам быть в состоянии радости. Я вам хочу сказать, это не просто на самом деле. Потому что каждый из нас находится под демоническими атаками. Сатана нас атакует, он через семью, через близких людей, на работе, в мыслях, в воспоминаниях о прошлом, через кого-то, через что-то. Постоянно враг пытается нас огорчить. Это его цель. Вот, допустим, в церкви. Если две сестры поругались, если огорчились, после этого они не хотят ходить в церковь, не хотят молиться. А все, с чего начинается? С огорчений.
Потому что в этом огорчении гнездятся бесы, демоны. Ты меня слышишь или нет? Это их территория, это очень серьезное вообще вот огорчение. Это не просто так. Когда ты видишь обиженного человека, это очень опасное состояние. Когда ты в огорчении обижен. Что обиженный делает? Он всегда осуждает. Так или нет? То есть там гнездятся бесы, демоны. Это очень опасное состояние. Поэтому Господь, Он дал нам четкое понимание, что нам надо простить, освободиться от этой тьмы. Что как бы справедливо нас не обидели, или несправедливо нас обидели, то есть нам надо освободиться от этого, потому что здесь не вопрос, кто прав, кто виноват. Здесь духовный вопрос. Это вопрос жизни и смерти. Итак, я думаю, что мы сейчас начинаем понимать. Аминь. И сейчас я хочу немножко говорить о посте. Пост – это на самом деле таинство, и эта тема очень огромная. Я с 2007 года учу о посте уже много лет, и я скажу вам, я до конца еще не понимаю, что такое пост. Новые откровения Господь мне дает, это такая глубина на самом деле. Для многих верующих пост – это просто ничего не есть и молиться. Они называют это постом. По факту, да. То есть с едой поститься мы не можем. Но есть у нас такие чудотворцы, которые с едой постятся. Да, это я называю их чудотворцами, потому что, в кавычках, чудотворцы. Ко мне одна сестра подходит и говорит: пастор, мне Бог сказал, чтобы я на булках постилась. А ты учишь, что это не пост, а мне Бог сказал. Я говорю: тебе Бог это сказал? Да, покажи мне это в Писании. И я выйду и покаюсь, что я неправильно учил. Такого в Писании нет. Она говорит: нету такого в Писании. Значит, тебе это не Бог сказал. Потому что пост невозможен. То есть это необходимое условие, отказ от пищи. И это определенная жертва, которую Бог от нас ожидает. Аминь. То есть, мы понимаем, да, что мы в завете с Богом, и Он за нас принес себя в жертву. Он столько сделал для нас, мы столько никогда не сделаем для Бога. И Он выразил свою любовь через жертву. Кто-то скажет, что меня или нет? Аминь. То есть к нам свою любовь, это мы читаем Писание. Она не просто на слова, что Господь говорит: я люблю тебя. Но Он выразил через жертву, чтобы нас спасти и искупить. И Он принес себя в жертву. Но теперь Он нам говорит, чтобы мы Его также возлюбили. То есть ответили на Его любовь любовью. Аминь. И как вы думаете, в нашей любви к Богу должна быть жертва тоже? Нужно как-то обойти жертву. Любить Бога, но без всякой жертвы. Нет. Потому что любовь, настоящая любовь, она подразумевает какую-то жертву. И вот одно из, то, что Господь показывает нам, это пост. Потому что пост это жертва. Это жертва, мы жертвуем нашим временем. Если мы читаем Евангелие от Матвея, давайте откроем от Матвея, 6 главу, где Господь учит о посте. Давайте мы посмотрим. От Матвея, 6 глава. Господь учит о посте. В 6 главе Он учит вначале о материальной жертве, чтобы мы материально жертвовали. Второе, священнодействие. Он учит о молитве. И третье священнодействие. Он учит о посте.
в 6 главе. И везде, где Господь говорит о материальной жертве, о молитве и о посте, Он повторяет одну и ту же фразу. Она звучит следующим образом. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И вся 6 глава, если в конце мы читаем 6 главу, она говорит о богоискании. Она говорит о том, что прежде всего ищите Царство Божьего и Его что? Правды. И все остальное, то есть все ваши нужды, Бог будет сверхъестественно восполнять. То есть если мы будем искать прежде всего, то есть прежде наших интересов, желаний, мы будем поставим Его желание, то есть Его Царство, Его правду. И вот как искать Божьего Царства и Божьей правды, то есть Он выше об этом говорил. То есть Он говорит через жертву материальную, второе, через молитву и через пост. И вот эти 3 священнодействия, они выражают нашу любовь к Богу. То есть это 3 священнодействия. То есть когда мы жертвуем материально, мы выражаем нашу любовь к Богу. И из любви к Богу мы совершаем эту жертву, выражаем нашу любовь. Аминь. Второе, когда мы молимся, в молитве также есть жертва, и мы жертвуем уже нашим временем. Потому что для молитвы мы отделяем время в нашей жизни. Когда я спрашиваю: дорогая сестра, ты молишься вообще? У тебя есть постоянная молитвенная жизнь? Он говорит: у меня нет времени, пастор. Утром я на работу, через дня я работаю, вечером уставшая, детей кормлю. У меня нет времени. И я говорю: сестра, значит, у тебя еще нет той любви к Богу. Потому что ты не можешь выделить это время, чтобы, ведь как жертва, ты берешь это время, выделяешь. Если мы читаем в Писании, Господь, Он нам говорит хотя бы 1 час. Не могли бы вы молиться со мной? Помните, когда Он шел на крест? То есть хотя бы 1 час. И для молитвы, я так понимаю, нужен 1 час, чтобы в полноте хорошо помолиться, провести время с Богом, чтобы исполниться Святым Духом. Сейчас я о молитве не говорю, но я чуть-чуть касаюсь этого, это важно. Потому что суть молитвы — это не просто сказать какие-то слова на языках или умом, но соприкоснуться с Богом через то, что ты молишься. То есть если во время молитвы ты с Богом не соприкоснулся, я говорю о сверхъестественном, осязаемом Божьем присутствии. То есть если мы говорим о Божьей славе, то это осязаемое Божье присутствие. Это не просто «я верю, что Он здесь есть», а ты ощущаешь, ты переживаешь Его присутствие. То есть ты созерцаешь Его славу. И вот в молитве, суть молитвы — это чтобы ты исполнился Святым Духом. То есть это происходит, когда мы исполняемся Святым Духом. То есть когда есть понятие исполнения, ты исполнился Святым Духом, ты переживаешь Божью славу сверхъестественно. Ты даже начинаешь пьянеть просто от Божьего помазания. Ты становишься таким радостным, счастливым, таким пьяным. Часто настолько люди исполняются Святым Духом, что они выходят и думают, что ты пьяный. Вот я скажу вам, если тебя не принимали за пьяного, значит, ты еще не исполнился Святым Духом. Я вам серьезно говорю. Потому что в моей жизни, я скажу вам, это очень часто бывало. Вот просто, я помню, у меня была, наверное, самая большая проблема в моей жизни, которую я прожил. И я находился в таком унынии, и Бог прикоснулся ко мне, и я исполнился, я пьянел от помазания, я стал смеяться, я просто стал радоваться. Вот эта радость Духом Святым, Дух Святой принес мне радость просто. И хотя все было ужасно вокруг, была катастрофа. И я вышел с собрания,
Я прям как пьяный был. Я вот так встал, там люди проходят, вот, это в Сочи было. Там люди проходят, все. А я с собрания вышел, и на меня Дух Святой опять сходит. Я вот так на колени сел на кофточке, закрыл ладонями руки и начал плакать от радости. И люди, когда остановились, они подумали, что я пьяный. И они собрались вокруг меня, и говорят, такой молодой там. А я плачу. Братья, которые со мной были мои друзья, они отошли в сторону. С остальными наблюдали. А я просто переживал Божью славу, сверхъестественно. Я шел, и меня шатало. Часто меня останавливали даже ДПС, они думали, я пьяный, я в посте был. Они мне говорят, дуй вот этот. Я дую, она раз горит. Когда в посте она горит, она реагирует, что это идут очищения организма, вот, ацетоном даже от нас начинает пахнуть. И в посте, когда ты если дуешь, ДПС дают вот эти вот приборы, они показывают, что ты как будто пьяный. И по виду я был пьяный, весь радостный, шатаю, глаза горят. Я говорю, ты пьяный, посмотри на себя. Я говорю, я исполненный Святого Духа. И у меня таких случаев очень много в жизни. Я говорю, ты просто не знаешь об этом. Ты не знаешь, но это вот суть христианства, чтобы мы были исполнены Святого Духа. Это было в день Пятидесятницы. С этого началось христианство на этой земле. Это пример настоящего христианства. Образец, что такое настоящее христианство, мы читаем в день Пятидесятницы. Аминь. Что люди думают, что вы пьяны. Но это совсем другое состояние. Это состояние сверхъестественной радости. Ты настолько находишься в радости, что человеку кажется, что ты пьяный. И вот молитва, суть молитвы, чтобы ты исполнился Святым Духом. Если я молюсь там полчаса, час, и я не исполняю Святым Духом, я считаю, что сегодня не молился. А просто были какие-то религиозные действия в моей жизни. Но я с Богом не соприкоснулся. Я не изменился. То есть вот какой ты идешь на молитву, какой ты возвращаешься. Должен быть контраст. Потому что ты сходишь с горы, и твое лицо светится, если ты там встретился с Богом. Аминь. Скажу больше, многие молятся, они просто проводят время с самим собой. Они думают о своих проблемах во время молитвы, о себе. Это непонятно, о чем думают и что ищут. Итак, мы сейчас о молитве не говорим. И третье священнодействие, самое сложное из этих трех, это пост. Давайте скажем пост. Это 16 глава. И вот здесь Господь говорит, также, когда поститесь, можно высветить, 16 стих, 6 глава Матвея. Давайте вместе скажем. Также, когда поститесь, не будьте унылы. Вот смотрите, вообще, чтобы понимать еврейскую психологию, вот Слово Божие, Писание, да, то часто вот в Писании, когда хотят сказать что-то, говорят от обратного. И нам надо додумывать, о чем идет речь. То есть, если говорится, что Иисус говорит, что также, когда поститесь, вы не будьте унылы. А что это означает? Будьте какие? Радостными. А для чего? Чтобы в посте действовала благодать. Аминь. То есть, если я в посте унылый, действия Божьего что? Не будет. И вот здесь Господь говорит, первое, то есть Он учит нас, что в посте не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говоря, они уже получают награду свою. А ты же, когда постишься, помажь голову, умой лицо твое. Как вы думаете, что евреи не умывались, что ли? А?
Как вы думаете? В то время что, не умывались? Умывались. Но вот это выражение «помажь голову и умой лицо», это непростое выражение, потому что они, вообще вода, она там была очень ценна. Она была в основном только для питья. В Израиле вода на то время, она очень сильно ценилась. Ну, в кувшинах ее носили. То есть женщины приносили в дом воду в кувшинах. Идти, ну, сколько надо идти в колодец, да, принести кувшин. В основном это женщины делали. Да? Ну и сколько ты воды принесешь с колодца, да? На всю семью. Ну и вода была там, готовили там. И вот чтобы скупаться, это было очень дорогое удовольствие. И вот здесь Господь говорит, что помажь голову, умой лицо, то есть это только делалось на праздники. Когда было какое-то очень большое, важное, радостное событие. Вот тогда они купались полностью, потом, то есть умой лицо, это имеется в виду, скупайся полностью. И потом помажь елеем себя, уже на чистое. Это делалось только, когда вот состояние эйфории, радости, то есть по-другому здесь Господь говорит, что пост это должно быть для тебя радостным событием, чтобы ты вообще вошел в сверхъестественное через пост. Аминь. Чтобы это не просто была биологическая голодовка. Но сегодня, когда мы говорим о посте, что происходит в церквях? Это радостное событие. Пастор в воскресенье объявляет: братья и сестры, у нас будет праздник. Будет много мяса, шашлыка, еды и так дальше. И как вы думаете, для людей, праздник! Сколько бы людей пришло? А? Да, будет море мяса, тортов, там, я не знаю, что, рыбу, что у вас здесь? Деликатесы. То есть у нас праздник будет. И сразу же люди радуются, ждут, да, они себя. А вот Иисус говорит, что для духовных людей, вот чем отличаются духовные от плотских людей? Они понимают то, что не понимают плотские. И видят то, что не видят плотские. Плотские люди в посте, они не видят праздника и радость. То есть они не идут туда с радостью, они пытаются это избежать как-то. Вот как-то. Но для духовных людей они видят смысл, и для них пост это самое радостное событие в жизни. Аллилуйя. Если мы читаем в Ветхом Завете, написано, когда объявляется пост, даже невеста должна выйти из своего чертога. То есть остановиться должна процессия свадьбы. И идти в пост. Можете себе представить? Свадьба останавливается, и пока идет пост, то есть свадьбы нет. Потом заново. Итак, Иисус здесь говорит, да ты, когда постишься, это должно по-другому для тебя быть праздником. Скажи праздником. 17 стих об этом говорит. Радостным событием. Это, ты должен радоваться, ждать. Слава Богу, будет пост. Аллилуйя. Но у каждого праздника есть причина. И вот причина, она говорится уже в следующем стихе. Почему пост является праздником? Это 18 стих. Здесь написано, чтобы, то есть в посте, да, через пост, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом Твоим. О чем здесь говорится? Кто из вас является пред людьми? Мы постоянно являемся пред людьми, так?
Мы постоянно куда-то идем, там, где есть люди. И когда мы идем там, где есть люди, мы этих людей что? Видим, слышим. Но они могут нас огорчать, радовать. Но вот в этой близости с людьми что-то происходит. Да? Ты на работу идешь, в школу, учиться еще куда-то, в церковь. Ты являешься что? Пред людьми. И когда ты являешься пред людьми, то ты видишь этих людей. Ты видишь этих людей. Аминь. И ты видишь этих людей, и эти люди, они что-то делают. То есть они или тебя огорчают, да? Или эти люди тебя радуют. То есть ты, являясь пред людьми, ты соприкасаешься с ними. И вот этот стих, 18, он говорит, чтобы явиться постящимся не пред людьми, то есть, но пред Отцом. То есть по-другому, в посте, вот точно так же, когда ты являешься пред людьми, вот так же ты являешься пред Отцом Небесным. То есть ты переживаешь встречу с небом. Вот она, цель поста. Больше скажу, цель поста не является решением наших проблем. Многие так думают, что вот я пощусь из-за проблемы. Даже я скажу, цель поста не является пробуждением. То есть цель поста, она вот здесь четко написана. Часто мне говорят, Рафаэль, какая цель поста? Я говорю, цель поста только одна, она уже Богом поставлена. Являться пред Отцом. Встреча с Богом. Аминь. И именно в посте. То есть пост является как бы средством, которое Бог сам для нас создал, чтобы через пост мы вошли в сверхъестественное Божье присутствие. И у нас была встреча пред Отцом. И дальше написано, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст, что? Явно. То есть, всегда, когда ты в посте переживаешь встречу с Богом, после поста придет с неба воздаяние. Ты слышишь меня или нет? То есть, быть не может, чтобы ты пережил встречу с небом, в посте с Богом, и ты не получил вот это воздаяние с неба. То есть, но воздаяние приходит тогда, когда мы переживаем, то есть предстаем пред Отцом, переживаем встречу с Богом. Аминь. И выше, если обратно вернуться, вот почему умой лицом. Вот почему это является праздником пост. Аминь. И вот почему нужно хранить себя от уныния, если выше взять. Следующий стих говорит именно о радости, он говорит, что пост это должен, это должно быть для тебя радостно быть. То есть это ты встречаешься с Богом. И вот здесь есть жертва в посте. Вот элемент жертвы. Потому что когда мы являемся пред Отцом, мы не просто пред Ним являемся, но мы выражаем нашу любовь в этом. Наш завет основан на любви. Аминь. И вот в этом выражении любви есть жертва. И какая жертва в посте? Мы отказываемся от еды. Мы не приходим к Богу с булкой, с пирожком, с бананом. То есть еще с чем-то. То есть это, какая-то жертва. Жертва это жертва. Давайте скажем аминь. Меня часто спрашивают, Рафаэль, ты столько постишься. Ты уже привык к посту. Ты, может, ненормальный такой. Вот есть люди ненормальные, знаете, им нравится не кушать, голодать. Я говорю, я вам скажу честно, я не привык к посту и никогда не привыкну. И для меня пост один день – это большая жертва.
Один день поста, это для меня жертва. И сколько бы я ни постился, уже столько лет, я не знаю, сколько я... Многие говорят, что я больше всех в России пощусь. Но я скажу вам, для меня каждый пост это жертва. Пост даже одного дня для меня жертва. Но любовь к Богу настолько сильна, что я хочу приносить эту жертву. Возьмем, помните, Марию. Помните, когда перед распятием она взяла флакон с миром? Помните, да? И это мира было дорогое. Вообще историки говорят, это было ее наследство. То есть ее как бы приданное. Это собиралось мира, там по чуть-чуть покупалось как-то что-то, чтобы когда она, у нее было как бы ее наследие приданное. То есть, ее весь банковский счет, скажем так. Вот оно было в мире. То есть его можно было продать легко, оно имело спрос. Там 300 динариев, помните, да, Иуда сказал, оценил. То есть даже больше можно было продать. То есть это огромные деньги были на то время. То есть и она взяла и разбила, и вылила все на Господа, помазала его полностью. И ученики, они говорят, что это такое? То есть, а он говорит, не трогайте ее. Она доброе дело сделала. Она выразила свою любовь через что? Жертву. Я хочу сказать, настоящая любовь, там есть элемент жертвы, обязательно он есть. Можно просто сказать, я тебя люблю. А можно провести какую-то жертву. Вот я скажу, вот вообще, когда говорится любовь, везде подразумевается жертва. Здесь есть мужья, у которых жены есть. Писание говорит, любите ваших жен. Так говорит нам Писание? Да. А что это означает, вы знаете? Примерно. А? Там должна быть жертва. Ты слышишь меня или нет? Если ты не проявляешь жертву по отношению к своей жене, ты еще не проявил настоящую любовь, которую Бог ожидает. Там должна быть жертва. Там должна быть жертва. Знаете, часто у нас бывает только расчетливость. Только расчетливость. Но должна быть жертва. И любовь всегда выражается через жертву. И Господь, то есть, если мы говорим о посте, там есть жертва, мы оставляем пищу. И не только пищу, это только одно. Пост также мы оставляем дела все свои. Все свои дела мы оставляем. И когда я делаю призыв к посту, мне многие говорят, пастор, у меня работа, у разных людей разная работа. Но я призываю, допустим, давайте поедем на пост, допустим, там, на 3-дневный пост, или на 10-дневный пост, или на 21-дневный пост. И мне говорят, пастор, у меня работа, и если я не буду работать, то есть, в день, допустим, я зарабатываю, там, кто-то 1000 рублей зарабатывает, кто-то 10 тысяч зарабатывает, кто-то зарабатывает в день 1 миллион, а кто-то десятки миллионов может заработать за один день. Разного уровня есть люди. И говорят, у меня работа. И когда ты постишься вот эти дни, то как бы ты в минус уходишь материально. Потому что ты оставляешь свои дела, то есть отказываешься от каких-то сделок, от каких-то работ, берешь отпуск без содержания. И это жертва. Кто-то скажет аминь или нет? Аминь. Ты постишься от работы, от всех дел, от всего. Только не говори дома, что я от тебя там, муж, пощусь. Да, то есть надо как-то домашние дела делать. Но мы постимся вот от всего, там есть жертва, мы не работаем. И когда конец поста приходит, мы в минусе. Потому что пока мы постились, мы могли бы что-то заработать. Так или не так? Аминь.
Ну, и если человек, конечно, работает, есть люди, они не работают. Ну, я говорю, те, кто работает, они могли что-то заработать, но после поста Отец, видящий тайное. Тайное – это жертва. Слышишь меня или нет? То есть мы какую-то жертву, выражая нашу любовь, приносим Богу. И Отец, видящий тайное, Он видит, что ради Него ты вырос до такого уровня, ты осознал, созрел, то есть ты сформировался, что ты уже способен ради Бога, ради Него на жертву. И Отец, видя вот эту жертву, вот это тайное, Он воздаст, скажи воздаст. Он вот эту жертву возьмет твою. Вообще, как Бог нам воздает? Вот мы приносим жертву. Бог берет эту жертву, которую мы приносим Ему. Да? Сколько бы ты съел за 3 дня? Ну, еду. Ты принес в жертву эту еду, да? Я помню, я проводил пост в Владивостоке. И я на длительный пост уходил, там, я не помню, 7 дней, кажется. Я уже не помню, сколько дней. Был не 3 дня, больше был. И я рассчитал еду, что вот та еда, когда я в гостинице был, рассчитал еду, там, которая у меня будет. И уже вот последний день остался, уже завтра уже пост, вот последний день. И у меня был на вечер еще вот ужин, там еда какая-то, вкусняшки, я приготовил себе, там фрукты, еще что-то. А меня пригласили в ресторан. И там такие деликатесы, я там все, я вот так в пост вошел вообще. И я прихожу в гостиницу, а у меня там вот эти деликатесы, вот то, что я приготовил, там вкусняшки. Я на них смотрю, беру это все, говорю, Господь, все, уже время поста, я в мусорку все выкидываю. Я приношу это в жертву. Помните, как Давид взял и во славу Господа вылил воду, помните? Когда он хотел пить. Помните, да? То есть ты приносишь жертву, выражая свою любовь к Богу. То есть это очень важно понять сейчас. Что нет, братья и сестры. Мы не просто не кушаем, мы не просто отказываемся от пищи, мы это приносим в жертву Богу, которую Он от нас ожидает. Выражая нашу любовь к Нему. Аллилуйя! Что происходит? Происходит следующее. У нас начинают в посте формироваться новые отношения с Богом. Вы слышите или нет? Когда ты приносишь жертву, когда ты выражаешь свою любовь через жертву, всегда формируются новые отношения. Нового уровня отношения, скажу так. Допустим, у мужа с женой конфликт. И жена 100% виновата. Так всегда обычно бывает. Двое виноваты. Я шучу. Конфликт. И муж приходит, идет домой, и вот, духовный человек, да, не говорю о плотских. Что ему делать? И он молится: Господи, измени мою плотскую жену. Откройся ей, да, там, и так дальше. Что можно? То есть вот в этой ситуации, когда вот такие ситуации, мужья здесь, вот что нужно делать? Являть любовь. То есть это та ситуация, где надо являть святость Божью. В искушениях мы являем святость. И вот в таких ситуациях мы являем или святость, или мы являем свою плоть, греховную сущность. Начинаем гневаться, строить и так дальше. И вот муж идет домой, дома конфликт, то есть с женой конфликт. И он приходит, и жена его тоже ждет, уже подготовленная. И муж говорит своей жене: собирайся, мы идем в ресторан. Аллилуйя. Я хочу с тобой хорошо провести время. Он говорит: как, у нас так мало денег и так дальше. Это не практично, давай я дома приготовлю. Он говорит: я хочу выразить жертву.
я люблю тебя. Любовь больше. Давайте скажем аминь. Аминь. Ты понимаешь? Или он берет букет цветов, да, приносит и дарит им. Или еще что-то делает, то есть ты выражаешь жертву Богу. Ты выражаешь жертву, кого ты любишь. Это очень важно. И вот здесь Господь, Он говорит, Отец, видящий тайно и сосущий на посте, Он воздаст тебе явно. Поэтому, братья и сестры, пост это очень серьезное священнодействие в наших отношениях с Богом. И вот сегодня уже пост начался. Кто-то из вас взял, кто-то еще завтра будет брать. На ножку последнего вагона уходящего поезда запрыгнет. Да? Но я хочу сказать, это такое священнодействие, подобного вообще нет. Это самый сильный путь богоискания. И вообще это настолько Богу угодно, что когда мы идем в пост, то есть сердце Бога, оно наполняется благоволением к нам. Потому что мы угождаем Ему. Сам пост Он придумал. И вообще мы должны понимать, что способность поститься в нас заложена самим Богом. То есть в наше тело Он заложил эту способность поститься. Когда мы постимся, что происходит? А мы уже... Сколько времени? У нас еще есть, да? Час, да, у нас? Час у нас, да? Отлично. Когда мы постимся, что происходит? Происходит следующее. Как Бог создал наше тело. То есть наша пищеварительная система отключается, что мы не едим, она перестает работать. И наш организм переходит на внутреннее питание. То есть мы живем за счет резервов, которые есть у нас внутри. И организм начинает переходить совершенно в другой режим работы. То есть в посте наше тело, наш организм, вот эти процессы, которые проходят, они совершенно по-другому начинают вообще работать. То есть когда мы не постимся, наш желудок, да, это место, где попадает пища, она начинает перевариваться, там кислота, то есть и потом дальше это выходит в кишечник, по кишечнику там тонкий кишечник, потом слепая кишечник, то есть идет все это всасывается, там желчь выделяется, жиры расщепляются, то есть вот это все работает, вся пищеварительная система работает, чтобы из пищи мы получили энергию, чтобы наше тело работало, да? Во время поста ровно наоборот происходит. Желудок становится мусорным баком, и туда скидывается грязь. И через слюну, то есть мы выплевываем вот эту нечистоту, эту грязь, которая в нашем организме. То есть желудок на время поста, он становится временно совсем по-другому, он становится мусорным баком. Если кровь раньше брала от желудка, то есть когда это все переваривалось, питательные вещества, и она разносила по клеткам, то теперь наоборот. То есть кровь берет, из клеток всю грязь, и через лимфосистему это все утилизируется у нас. То есть кровь в другом направлении начинает действовать. Она начинает плохо пахнуть в посте. Потому что через легкие идет утилизация этих всяких шлаков и так дальше. Из наших пор начинает из кожи выходить всякая грязь. Если мы под микроскопом нашу кожу смотрим, она вся покрыта этими грязью. То есть поры просто, через поры выходит столько шлаков, столько грязи. Я смотрел под микроскопом кожу, она вся точками такими черными покрыта во время поста. Покрывается полностью. То есть у нас происходят такие вещи внутри организма, они необычные, то есть это особенный режим работы и жизни в посте. И это Бог создал, это Бог так создал. Кто-то скажет аминь или нет. И когда мы идем в пост, мы входим в то, что Бог создал. Это Божья территория, это территория сверхъестественного. И встреча с Отцом, то, что мы читаем, то есть это территория сверхъестественного. То есть
Пост это время по-другому, когда мы, вот если иллюстрацию библейскую взять, когда Иисус взял 3 учеников и пошел на гору, помните с ними? И преобразился пред ними. Они увидели там глаз Божий, Моисея, славу Божью. То есть они соприкоснулись с небом на этой горе. Вот пост то же самое. Мы оставляем все и идем на эту гору преображения, чтобы иметь там встречу с Отцом. Вот почему пост является праздником. И туда, на эту гору, с унылым лицом мы не сможем попасть. Только в радости. Аллилуйя! И с умытым лицом. Аминь. Скажу так, умываться и купаться в посте нужно, это обязательная процедура, но это больше фраза, говорится о том, что праздник для меня пост. Понимаете, да? То есть, если вдруг у тебя не получится умыться, не в этом суть. Главное, что это для тебя что? Да, ты приходишь и говоришь: Господи, я не умылся, но я в празднике. Аминь. Аллилуйя. Итак, вот сегодня что-то я чуть-чуть совсем сказал о посте. Я думаю, мы что-то поняли, да, братья и сестры? Скажу больше. Вот в это время, пока мы поднимаемся на гору, в это время, когда мы имеем встречу с Отцом, когда мы входим в Божью славу через пост, Бог начинает вот именно в это время могущественно действовать в нашей судьбе. То есть мы внизу горы оставили наши семьи, да, наши работы. Что мы оставили? Вот все, что мы оставили ради Него, Он там, в этих сферах, начинает могущественно действовать. В этих сферах начинаются чудеса. Во время поста Писание говорит, близкие отношения между мужем и женой тоже запрещены. То есть и эти близкие отношения во время поста нужно тоже что? Оставлять. То есть ты оставляешь все. То есть все, ты выходишь из зоны комфорта, еду, там, мужа, жену. Все ты оставляешь, чтобы пойти на эту гору. И вот все, что ты оставил, Бог это видит. Это является что? Жертвой, выражением твоей любви к Нему. И Он в этих сферах начинает наводить порядок. Бесы сразу капитулируют. Проклятия рушатся. Куда Бог приходит, туда приходит Божье Царство. Приходит исцеление, приходит, все. Знаете, я скажу, вот я когда уезжаю куда-то на пост, мне жена звонит, говорит, что-то происходит у нас в семье. Я говорю, я же вас оставил. И все, что я оставил, туда приходит Бог. Отец видящий. Да. То есть, когда Бог смотрит, он же видит, что ты оставил. Что-то Он должен видеть. Аминь. А если человек берет пост, при этом работу не оставил, еду не оставил, суету не оставил, и при этом хочет еще поститься. А Господь смотрит, а Он ничего не видит. Где жертва? С чем ты приходишь к Богу? В Ветхом Завете написано, там были другие жертвы, помните, да? Там нельзя было прийти просто так, там нужно было принести овцу, вола, там и так далее. Были другие жертвы. Принцип остался, только он поменялся. Но сам принцип, он остался. Что когда мы приходим к Богу, мы выражаем нашу любовь через жертву. Кто скажет аллилуйя, аминь. Отец видящий. И вот в этом посте Отец что-то хочет увидеть. Поэтому оставь свой интернет, оставь всю суету. Чем больше ты оставишь, тем больше благословение придет в твою судьбу, в твою жизнь. Аллилуйя. Что-то Отец, чтобы увидел, что ты оставил. Отец все знает. Аминь. Аллилуйя.
Кто-то втихаря подъедает. Ну, ты можешь подъедать тихоря, но Отец все видит. Ты себя просто, ну как, дьявол тебя чем-то воровывает просто. Ты мог бы получить благословение, а ты просто его не получишь, потому что Отец ничего не видит, что ты оставил. Отец видящий. Часто такое бывает, да, там, втихаря кто-то там, где-то что-то. Я ни за кем не слежу никогда. Ну, бывает такое, что человек там приходит в собрание, улыбается на пост, а от него пирожками пахнет. А то, что у нас в посте обаяние, оно становится очень... Да, ты заходишь в подъезд, идешь в клетке, лестничной площадке, и когда ты проходишь через двери, ты чувствуешь каждый, где что готовят. Четко ты знаешь, там то готовят, там это готовят. Ты проходишь и прям знаешь, что там, что готовят. Что обаяние, оно обостряется очень сильно в посте. Да? Но мы никого нюхать не будем, потому что каждый из нас имеет личное отношение с Богом. Давайте скажем аминь. Поэтому если кто-то пирожки кушает, то пусть кушает. Да, это его отношения с Богом такие. Вот, то есть мы понимаем, то есть, что Бог от нас ожидает. Хорошо, я еще попозже буду говорить о посте. Сейчас время идет, и я хотел бы сейчас уделить время молитве. И молитва – это то, через что приходит Божье прикосновение, Божья слава. В посте те люди, у кого есть болезнь, им сложно поститься, потому что в посте они высвечиваются все болезни. Все, что больное, начинает проявляться. И это такой процесс исцеления идет. То есть, если у кого-то проблема с давлением, давление начинает подскакивать. Если у кого-то проблема там с сердцем, сердце начинает болеть. Если у кого-то еще с чем-то проблемы, это все проявляется. Но мы доверяем Богу, и Бог исцеляет. Часто вот на пост приезжают люди, у кого сахарный диабет. И по медицинским всем показаниям нельзя не кушать. И мне говорят: пастор, что нам делать? Я говорю: берите один день поста, я на вас посмотрю, делайте 3 раза замер сахара, уровня сахара в вашей крови. Если ваш сахар упадет до нормы, то продолжайте следующий день. Если вдруг он поднимется, тогда выходите из поста. И вот мы постились 21 день, да, в прошлом году в Крыму постились 21 день с командой. И каждый день я всем говорю, чтобы мерили сахар. И вот мы все следили за уровнем сахара. Это очень важно в посте, чтобы он не упал и не поднялся. И знаете, он где-то скакал, этот уровень сахара, но потом он в норму пришел у всех. То есть он пришел в норму. И часто бывает, с сахарным диабетом приходят в пост, и у них сахар становится в норму. После поста они получают исцеление. И люди уже освобождаются от этой болезни. У кого-то, кто-то не получает исцеление, у них сахар возвращается, но может быть не в той силе, как уровень сахара ниже становится. А кто-то полностью получает исцеление. Здесь это таинство, что Бог производит в нашем теле во время поста. Это очень глубоко, это очень сильно. И следующее, что я хочу сказать. Также, когда мы постимся как церковь, и у нас общецерковный пост, Бог очень сильно начинает действовать в том месте, где мы живем, то есть в этом городе. Вот эти 3 дня поста, пока мы будем здесь поститься, Бог произведет в этом городе очень сильные перемены. Я даже больше скажу, во всем регионе. Я даже больше скажу, это повлияет на всю страну. То есть, когда мы постимся, это мы читаем все в Писании. Бог начинает влиять на политику, Бог влияет на экономику, на
там, на военные, то есть он влияет и разрушает дела дьявола в стране. Это особое время. Поэтому мы там на горе с Богом, с Отцом, да, в радости, праздники, да, оставили все, жертва. А Бог такие вещи делает и в нашей жизни, и в нашем городе, в нашей семье, и в нашей стране. Аллилуйя! Кто-то воздать Богу славу. Понимаете, о чем идет речь? Это ключи, которые мы имеем. А можем мы взять и сказать: Господи, как Исав, дай мне эту чечевичную похлебку. Что мне в этом первородстве? Помните Исав? Я, говорит, умираю от голода, да я поел лучше чечевичную похлебку. И он, написано, разменял свое первородство на что? Вот, я скажу вам, часто мы это делаем. Мы читаем про Исава, но это для нас написано. Один брат ходит и говорит: ты понимаешь, Исав свое первородство разменял на чечевичную похлебку. Говорю: ты Исав. Говорит: я Исав? Да, ты. Когда был призыв посту, ты где был? Я говорю: ты Исав, это вот оно в твоей жизни происходит. Слава Богу, что есть благодать, ты можешь покаяться и начать творить благословенные дела. Аллилуйя! Слава Господу! Давайте мы встанем, и мы будем молиться. Прославление прошу выйти. И кто-то уже сегодня взял пост, кто-то завтрашнего дня берет его. Я скажу, сегодня вечером, если вы сегодня берете пост, не наедайтесь. Уже откажитесь от ужина. Это вам будет тяжело поститься, если вы сегодня еще там будете. Потому что многие прям наедаются перед постом. Потом эта пища стоит, она начинает гнить. Токсины выделяются. То есть не наедайтесь. После поста отведитесь. Будет время. Всему свое что? Время, да. Время кушать и время что? И время не кушать. То есть всему свое время. И мы должны понимать это время от Бога в нашей жизни. И двигаться, и быть в правильном месте, в правильное время. И тогда мы будем иметь благословение в нашей жизни. Давайте закроем наши глаза, начнем молиться. Просто духом начните молиться, умом. Сейчас давайте все будем искать Божьего лица. Прославление возьмите в псалом тоже на поклонение. Господь, мы благодарим Тебя за этот чудесный вечер. Господь, мы благодарим Тебя, что мы духовные люди, и Ты открываешь нам истину, Слово Божие. Ты меняешь наше мышление, Господь. И мы начинаем видеть не так, как обычные люди видят. Мы начинаем видеть то, что другие не видят. Мы начинаем понимать то, что другие не понимают. Спасибо Тебе, Бог наш, что Ты просвещаешь очи сердца нашего. Мы благодарим Тебя, Бог наш. И глядя в Писание, мы понимаем, что пост — это праздник. Это начало пробуждения, это начало перемен. Это то время, когда мы приносим Тебе жертву, очень угодную жертву. Если в Ветхом Завете Ты говорил: принесите мне агнца в жертву, то теперь в Новом Завете Ты говоришь, чтобы мы в посте приносили эту жертву Тебе. Ты сам устанавливаешь жертву, которая Тебе угодна. Она более совершенная, чем то, что делалось в прошлом. И мы просим Тебя в жертву нашу пищу, Господь. Все наши дела, эту зону комфорта мы просим Тебя в жертву, Господь, чтобы выразить нашу любовь к Тебе, чтобы то, что Ты сказал, возлюбите Господа Бога Твоего всеми силами, всей крепостью, всем разумением. Боже,
сегодня практично, выражая нашу любовь силами, разумением, крепостью нашей. Мы просим, прими эту жертву, Господь. Пусть на эту жертву сойдет огонь. Огонь Твой. Во имя Иисуса. Отец наш, сущий. Мы призываем Твое имя. Мы, Боже, совершаем пост ради имени Твоего. Не ради себя. Не ради еще чего-то. Только ради любви к Тебе. Мы любим Тебя, Господь. Ты наша жизнь. Мы любим Тебя всем сердцем нашим. Ты наша радость, Господь. Ты наш свет. Ты наша сила, Ты наша мудрость. Ты все во всем. Ты полнота, наполняющая все во всем. Мы просим, Отец наш, давайте поднимем руки к небесам. Благослови меня. Благослови нас на эти дни поста. Дай нам поститься так, чтобы наш голос был слышен на высоте, чтобы мы поднялись на эту высоту в духе во имя Иисуса. Боже, дай нам благодать преодолеть препятствие в нашем разуме, потому что всякий раз, когда мы хотим искать Твоего лица, дьявол ставит препятствия, но у нас есть благодать преодолеть любое препятствие. Скажи громко Отцу, у меня есть благодать. В Иисусе Христе. Преодолеть любое препятствие. Любое препятствие. И прийти к Отцу, постящимся. И Отец, видящий тайное. Аллилуйя! Отец, видящий тайное. Он воздаст. Он воздаст. Аллилуйя! Спасибо Тебе. Давайте воздадим Богу славу. Громко молиться. Возвысь голос твой сейчас. Возвысь голос. Еще громче. Возвысь голос. Еще возвысь голос. Все, что тебя связано, во имя Иисуса, пусть рухнет сейчас. И рух Иисуса все головы. Я во имя Иисуса говорю, падите. Все головы падите во имя Иисуса. Все головы падите во имя Иисуса Христа. Все, что связано, удерживает.
вызывать вперед людей, у кого есть обида, у кого есть огорчение. Ты с этим борешься, но это есть. Осадок, какая-то неприязнь. Продолжайте петь, только не громко.